Этап по трудоустройству учителей работает уже более месяца. Каждую неделю Якутск посещают представители различных районов республики для поиска кандидатов на рабочие места в школы и учреждения дополнительного образования. На этой неделе приехали представители Сунтарского и Мирнинского районов. В Мирном в этом году будет открываться новое здание Центра дополнительного образования, куда требуется несколько педагогов дополнительного образования по разным направлениям. Это будет очень современное учреждение, в которое мы ждем творческих молодых людей, которые будут заполнять вакансии. Ну и кроме этого у нас во всех школах тоже имеются вакансии по таким предметам, как и в остальных районах, учителя математики, русского языка, иностранных языков и так далее. Всего по республике на сегодняшний день открыто более 900 вакансий для трудоустройства. Нехватку кадров в сфере образования в сельской местности связывают с несколькими факторами. Первостепенно – это низкая заработная плата, но есть еще, о которых не всегда задумываются. Желающих туда идти работать и среди студентов, и среди выпускников педвузов, к сожалению, в последнее время особенно не хватает. Потом особенно остро встал вопрос гендерного дисбаланса, то есть в школах работают одни женщины. Несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются учителя, не стоит забывать, что одной из самых уважаемых и одновременно трудных считается работа педагога. Для детей учитель является значимой фигурой, обязанной обучать не только школьным премудростям, но и жизненным. И чтобы быть учителем, нужно быть вообще впереди всего нового, что в мире, во всем мире творится. В сельских школах тоже у нас есть и интернет, и дети занимаются гаджетом, дети также развиваются, что в деревне, что в Москве одинаковое развитие идет, поэтому это очень, мне кажется, мотивирует. Это самая благородная профессия – учитель. Не стоит забывать и про программу «Земский учитель», которая стартовала в Якутии в 2019 году. Прежде всего, она направлена на восполнение дефицита учителей и ориентируется на школы, находящиеся в малых населенных пунктах. На 2022-2023 учебный год Министерство просвещения России предоставило республике 15 вакансий. Также на следующей неделе пройдет ярмарка педагогических вакансий, которая поможет как работодателям, так и соискателям. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск.